Речка Ареса, урочище круглое. Я отправился сюда, в низменные и заболоченные места, в поисках лозы для заготовки лозового лыка. Для заготовки лыка отправляемся в места, где растет данный кустарник. Лоза растет в низменных и заболоченных местах, на берегах каналов, ручьев, речек. Выбирается лоза по внешним признакам. Стебель кустарника не должен быть толстым, в пределах 4-5 см. Чем толще стебель, тем грубее лыка, а грубая лыка для плетения не подходит. Нам нужно мягкое и эластичное. Вот эти полосы уже последующие будут у нас длиннее. Сильно бегать, драть крепко не надо, потому что попадаются, бывают сучки, бывают спящие почки. Может быть порыв. Вот тихонько идем вверх. Вот такая у нас уже длинная полоса. Это уже будет у нас для основы лаптя. Итак, берем весь стебель. Не спеша. Если где-то есть отслоение волок, надо поправить, потому что сбегит лоза. Полоса сбегит и не получится, какая нам надо. Вот такие вот сбеги. Вот. Их надо потихоньку отделять из стебля и припускать к коре. Здесь у нас были сучки. Вот. Вот такие полосы длинные у нас идут на основу. И последнее. Вот последний тоже надо идти тихонько. Вот у нас такие вот это спящие почки. Вот их надо культурненько все обходить. Вот. Доверху. Все это полоски, которые коротенькие, пойдут на подплет, чтобы не пропадала зра. Вот она пошла. Вот так заготавливается лыка для плетения лаптей с лозы. Лыка заготавливается обычно май-июнь, когда идет обильное сокодвижение. Вот, тогда кора хорошо дерется, и она бывает очень продуктивная в это время. Мастер-класс проводил Василий Яскевич, руководитель кружка лопаточки по плетению лаптей, деревни Коммуны Минской области, Любанского района.